Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, массовые нарушения прав граждан со стороны управляющих компаний, деятельность ресурсоснабжающих организаций вызывает обоснованную тревогу среди населения. Хочу отметить, что количество подобных нарушений возрастает из года в год. Каждому факту неправомерного использования бюджетных средств, отключения подачи электроэнергии и тепла в жилые дома и социально значимые объекты мы даем принципиальную оценку. В целях устранения выявленных в сфере ЖКХ нарушений в 2011 году прокурорами внесено 311 представлений, опротестовано 32 правовых акта. В суды направлено 129 исковых заявлений в защиту жилищных прав граждан. К дисциплинарной и административной ответственности по материалам прокурорских проверок привлечено 440 лиц. Предостережено о недопустимости нарушения закона 191 должностное лицо. Главным является то, что результаты наших проверок свидетельствуют о высокой степени криминализации сферы жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено и расследуется 24 уголовных дела. По фактам нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере по результатам расследования 7 дел уже направлено в суд. Один из показательных таких примеров – это последнее дело, которое 7 сентября 2011 года мы направили в Сыктывкарский городской суд. Значит, по обвинению Брызгалова, это директор 3 столичных управляющих компаний. Обвиняется он в совершении мошенничества и самоуправства. Следствием установлено, что руководитель Брызгалов, управляющей компании, выставлял счета на оплату жилищно-коммунальных услуг, не имея на то никаких законных оснований. Действием обвиняемым гражданам причинен ущерб в размере около 500 тысяч рублей. Кроме того, Брызгалов самовольным решением отключил лифты в многоквартирных домах, где проживают инвалиды и лица преклонного возраста. Ну, вы представляете, какое это вызвало возмущение у населения. Вчера, как вы помните, здесь, в этом же зале, Татьяна Егоровна Замятина, руководитель комиссии по работе с ЖКХ, передала нам материалы проверок по обращениям граждан на нарушение их прав. И сейчас реализация этих материалов, выявление виновных лиц возможно лишь в тесном взаимодействии с контролирующими правоохранительными органами. С этой целью прокуратура республики, нашими коллегами Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Министерства внутренних дел по Республике Коми разработан совместный приказ по противодействию преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который будет нами сейчас подписан. Я уверен, что этот документ будет способствовать совершенствованию организации работы между ведомствами. Приказ потребует активизации деятельности оперативных служб Министерства внутренних дел по Республике Коми по выявлению и раскрытию преступлений в данной сфере, повышению качества расследования уголовных дел следователей МВД и Следственного комитета и скорейшего направления их в суд. Вот у меня, пожалуй, все. Сейчас я хочу передать слово своим коллегам, Николаю Алексеевичу Басманову, руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, опыт показывает, что когда мы объединяем свои усилия, то нам удается решать очень сложные задачи. Как пример я приведу проблему выплаты заработной платы на территории нашей республики. Благодаря скоординированной работе прокуратуры республики, МВД, Следственного управления, нам удалось привлечь значительное количество лиц, которые нарушали права граждан, не выплачивая заработную плату. В прошлом году было 23 уголовных дела направлено в суд, в этом году 9 уголовных дел направлено в суд. В результате сложной, напряженной работы в нашей республике положение в этой сфере лучше, чем в других регионах северо-запада. Поэтому этот опыт мы, в общем-то, сейчас распространяем на сферу жилищно-коммунального хозяйства, где также складывается тревожная ситуация. И я выражаю уверенность в том, что объединив усилия, мы также наведем порядок в этой сфере, и права наших граждан будут надежно защищены. Так, чтобы не приходилось гражданину один на один оставаться с этими коммунальными чиновниками, которые зачастую грубо нарушают эти права. По каждому факту нарушения прав граждан мы дадим соответствующую оценку. Спасибо.
Алексеевич, Анатолий Николаевич, министр внутренних дел. Уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации, подписание сегодня совместного нормативного акта, регламентирующего порядок межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как никогда сегодня соответствует потребностям и задачам времени. Качество коммунальных услуг и обоснованность роста тарифов – это то, что сегодня волнует практически каждого человека. Правонарушения в этой жизненно важной сфере особенно чувствительны как для горожанина, так и для жителя села. Именно поэтому слаженно функционирующая жилищно-коммунальная отрасль должна явиться одним из приоритетов деятельности для власти любого уровня. Надо сказать, что в этом году нами сделаны конкретные реальные шаги в деле борьбы с недобросовестными субъектами жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день я только последний оперирую последними цифрами и делами. У нас в производстве следователей Следственного управления МВД по Республике Коми находится порядка 6 серьезных уголовных дел, возбужденных по факту злоупотребления в сфере ЖКХ. 4 уголовных дела только в последнее время по предприятиям ЖКХ Воркуты, Усинска, Сыктывкара нами направлены в суд. Общий ущерб, нанесенный противоправными действиями руководителей обслуживающих компаний, составил более 20 миллионов рублей. Как вы все знаете, и нами сейчас проводятся заключительные следственные действия по нашумевшему уголовному делу, возбужденному в феврале текущего года в отношении управляющего компанией, руководителя управляющей компании ООО «Жук». У нас также сегодня имеются оперативные наработки по ряду других управляющих организаций, предоставляющих свои услуги жителям республики. И я уверен, что результаты не заставят себя долго ждать. В заключение хочу сказать, что только слаженная, скоординированная работа всех правоохранительных органов региона, общий подход к постановке конкретных задач, единое мнение при разработке мер по их решению приведет к эффективному противодействию преступности в этой ключевой отрасли народно-хозяйственного комплекса региона.